постепенно развивать отдельно отдельно. Конечно, как барана будет. Bu İngilizler kendileri, bu İngilizler kendileri. Ama kendileri kendileri terengih. Mulanya asli sağlık sebelum hokus. Itu bahasa. Вам удобнее так сидеть, да? Как вам удобнее? А? Вам, наверное, лучше сюда сесть. Камера вот стоит. Сейчас я покажу, мне там есть. Манверевин, да? Две побольше. Ага, они оттуда будут, наверное, свои переключать. Ну да, так же лучше. Немножко подвинуть в сторону. Так лучше. Это что? Презентация, да? Ага. Светлана Никитина. Да, да, да. Дуалка 1102, да? Да, да, да. Какой из них? 1102. Скиньте, пожалуйста, активную ссылку для подключения. Пишут. Именно Хахалбатом. Еще раз пусть проверит. Мы в эфире. Сейчас, да, 2 минуты еще есть. Список там еще вот подошли. Выступающие уже все есть там. Это каким Кене? Владимир Васильевич Кене, Холгонора был, а так у меня этот был. Название семинара написано было в нашей папке. Это другое. Сейчас это... Коннект надо батарею, да? Коннект надо же нажать, да? Перед фолбаком. Да, он идем фолбаком. Барбата. Давайте не будем тогда отвлекаться. Сейчас включите материал Акимова Владимира Васильевича. Так, мы можем подвинуть камеру, да? Да. В сторону Михаила Семеновича. Так-то видно? Не видно, руку видно. Пойдет. Так, уважаемые коллеги, давайте начнем методическую сессию об опыте реализации образовательной программы, обеспечивающей совмещение теоретической подготовки с практическим обучением, методология наставничества. Обсуждаемый вопрос на этой сессии, чтобы
Основой для обсуждения данного вопроса послужил методический сборник, направленный к нам от 30 декабря 2019 года. Я надеюсь, коллеги изучили сборник. Я бы хотел обратить внимание на те критерии, на те показатели, которые были представлены в данном сборнике. Образовательных учреждений, которые задействованы в реализации дуального образования. Второе – это число предприятий, задействованных в этой модели обучения, число студентов. И обратите внимание, число наставников, видимо, это имеется специалисты, с которыми заключены утвержденные на основании разработанной формы заключены договора наставничества. Существует также такой критерий, как число кафедр или площадок. Кафедры или площадки, когда организовываются на предприятии работодателя, тоже заключается договор об организации кафедры или площадки в рамках заключенного ранее договора о сотрудничестве. Я бы хотел также отметить, что организация практико-ориентированного дуального обучения входит в целом в такой проект, как внедрение регионального стандарта. Существует дорожная карта, передо лежит приказ по назначению ответственности по выполнению плана мероприятий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения, в котором в пунктах 8.3 создание инфраструктуры практико-ориентированного, в том числе дуального обучения. Это имеется в виду структурные подразделения профессиональных организаций на базе предприятий. То есть, если приходит запрос о внедрении регионального стандарта, то в данном случае этот пункт как раз отражает создание кафедры или учебных площадок. Пункт 8.4. Организация практико-ориентированной подготовки студентов с элементами образования. Здесь указывается число студентов, число наставников, ну и, естественно, число предприятий и программ подготовки. Пункт 8.5. Создание условий для развития наставничества на рабочем месте на предприятиях и в организациях, участвующих в внедрении стандартов. Здесь будет указываться число договоров, заключенных о наставничестве. Не везде, вот если вы изучали этот сборник, то и в России не везде этот критерий представлен, представлен в виде каких-то данных. Это только в Белгородской области. Слово предоставляется Акимову Владимиру Васильевичу, заведующему кафедрой автомобильный транспорт Московского педагогического колледжа. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – практико-ориентированная дуальная модель профессионального обучения как условия подготовки квалифицированных кадров. В индустриально-педагогическом колледже в 2015 году создана специальная кафедра. Тогда она называлась кафедра общетехнической дисциплины. И в прошлом учебном году был переименован на кафедру автомобильный транспорт. Я буду рассказывать, конечно, в частности, по профилю автомобильный транспорт, опыт работы. В данное время по дуальному обучению по указанной кафедре в основном руководствуемся сейчас постановлением правительства Республики Саха-Якутия от 9 августа 2019 года номером 219 по порядку организации практико-ориентированной дуальной модели обучения в Республике Саха-Якутия. Где подразумевается сетевая форма обучения, формы реализации образовательных программ с организациями, обладающими соответствующими ресурсами. В данном случае сказано, что именно организации должны иметь соответствующие ресурсы, то есть материально-техническую базу. В такой схеме
именно преодолевается разрыв между теорией и практикой. Выпускник в таком случае выходит почти как готовый к выполнению своих трудовых функций специалист. Как правило, взаимодействие и сотрудничество с предприятиями осуществляется проведение производственных практик учащихся. В индустриально-педагогическом колледже большую роль играет именно поиск предприятий, автопредприятий в данном случае, которые должны соответствовать именно к требованиям подготовки кадров. Хочется, естественно, дальше развивать систему дуального обучения, но здесь иногда возникают объективные факторы. И в данном случае в колледже реализация уже идет в течение 5 лет, и наши студенты во время производственной практики именно проходят, в частности, ГУ СИА Якутск Медтранс, и с ними у нас составлен договор. Мы в этом предприятии открыли лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта и лицензировали через Рособорнадзор по республике Саха-Якутия. И в конце хочу сказать такие моменты, что в городе Якутске, в частности по автопредприятиям, у нас очень мало предприятий, больших предприятий. А раньше было, сейчас надо подчеркнуть, что очень мало предприятий. По современным меркам материально-техническая база некоторых предприятий не соответствует по стандартам. Иногда площади не позволяют разместить сразу группу учащихся, половину группы. Со стороны предприятия не хватает специалистов, бывает такое. И иногда бывает по календарно-клиническому плану образовательной программы, иногда не бывает возможности по темам обучить студентов. Почему? Потому что предприятия, они тоже занимаются своей производственной деятельностью, но и примыкаем образовательные учреждения, и у них появляются определенные трудности. Со стороны ЯИК мы держим наполовину штата лаборанта Потапова Константина Николаевича, который он в прошлом году участвовал в конкурсе наставничества, и он со стороны ГУ СИА Якутск Медтранс является нашим наставником, который регулирует, определяет, направляет производственные практики. И работники, специалисты Якутск Медтранс, в частности, всегда участвуют в организации конкурсов ВОСКИ и Сараша, в организации олимпиады студентов и в государственных ассоциациях и применении производственных экзаменов и так далее. Курсы разные идут. Вообще, по этому направлению наша кафедра сотрудничает и имеет договор сетевого взаимодействия с 10 автопредприятиями города Якутска. Спасибо. Какие сложности возникают в ходе работы с предприятием? Сложности, я в частности сказал тоже, это
именно поиск вот таких хороших предприятий. Это основа основ. Если образовательное учреждение найдет такое предприятие очень хорошее, которое мы вот нашли после раз, которое ведет навстречу к колледжу по реализации образовательных программ, это очень зависит от предприятия, от директора зависит. И, как я сказал, очень мало больших предприятий стало. А вот если после трассы у нас есть наставник на половину штата. Это один наставник. Один наставник. А как он захватывает всех учеников? Как он показывает на 200? Один всем показывает? Он организует там работу. Когда наши студенты приходят на практику, естественно, у нас мастер производственного обучения с ним приходит как руководитель, так, и идет там распределение в самом предприятии. Распределение по рабочим местам. Вот там с первого же занятия начинается там ознакомление предприятием, ознакомление с рабочими местами, потом вот это Константин Николаевич у нас распределяет по рабочим местам по специалистам. Моторный цех, агрегатный цех, там шиномонтаж, так занимается расстановкой. А потом вот наш мастер производственного обучения по графику вот так ребят меняет по поставкам, так сказать. Это понятно. Вот специалисты, значит, их прямо на рабочих местах. Обучает, получается, и говорят, они что-то получают, нет? Из колледжа на полставки добавки. Остальные нет. Микрофон говорите. Поближе. Еще один вопрос на местах, где имеются ли специализированные Нормально. у нас? Вопрос как создание учебных классов. Это вопрос, конечно, трудный. Так, вот, как я сказал, мы в администрации отработанной мастерской создали лабораторию, как я сказал, да, на полгруппы, на 12-14 ученических мест. У нас есть помещение, все это лицензировано, да, Рособорнадзором. И, естественно, вот как я сказал, когда мы пробовали провести учебную практику, вот наши по календарному плану, по темам же, да, и это всегда не соответствует. И идет производство вот тут, рядом прямо, да, и вот тема определенную проходит студенты и сразу не могут там попасть по этой теме. У них, у нас такие трудности. И у нас даже имеется вот ИП, Иванов Евгений Андреевич, да, он создал очень большую работную мастерскую, на 12 рабочих постов у него стоит, да, и у нас сейчас появилась возможность сразу так поставить половину группы сразу. Да, у него очень современное оборудование, подъемники, стенды всякие разные, и у студентов появляется возможность научиться на новых оборудовании стендах. А у некоторых предприятий у нас вот такие оборудования нет. И у нас вот в индустриально-педагогическом колледже уже вот в связи с выигрышем гранта у нас появляется возможность со следующего года, скажем, вот создание новых мастерских, и в условиях для этих мастерских мы сможем, видимо, сами будем провести вот обновленную материально-техническую базу вот, на высшем уровне подготовку специалистов. Еще не будет.
Тогда, если позволите, следующий выступающий Васильева Яна Александровна, заведующая практикой трудоустройства Иркутского автодорожного техникума, внедрение дуальной модели на примере Иркутского автодорожного техникума. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте вам показать нашу модель внедрения дуальной модели, как происходит в нашем техникуме. Внедрение дуальной модели обучения в техникуме проводится с 2016 года. Значит, с 2016 по 2019 год. Значит, количество обучающихся по программе дуального обучения составило 262 студента. Это по программе подготовки квалифицированных рабочих служащих. И, значит, Иркутский автодорожный техникум внедряет дуальную модель, значит, со следующими комбинациями. Это дуальная модель обучения, в котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, практически на рабочем месте. То есть в рамках специального партнерства с техникум проходит обучение на базе предприятий. Далее идет обучение на специально оборудованных рабочих местах структурных подразделениях образовательных организаций и организация учебной и производственной практики на рабочих местах в рамках образовательных программ. Основные участники практики это, значит, являются предприятия работодателей и профессиональные образовательные организации. Местом реализации практики, значит, именно дуального обучения у нас является акционерное общество «Иркутдорстрой», Иркутский автоцентр КамАЗ, Транссервис, Иркутский Транс и с 2019 года Иркутский промышленный техникум. Значит, техникум реализует профессии специальности, значит, мастер по ремонту обслуживания автомобилей, машин дорожных строительных машин, машинных кран, оператор транспортного терминала, слесарь по ремонту строительных машин, автомеханик и две специальности. Это техническая эксплуатация подъемных транспортных строительных дорожных машин и оборудования и техническое обслуживание ремонт двигателей системы агрегатов автомобилей. Значит, вот эти две специальности мы открыли благодаря нашим социальным партнерам, в частности, это Иркутский автоцентр КамАЗ и Иркутдорстрой. И, значит, в 2019 году мы запустили новую профессию. Это слесарь по ремонту строительных машин по заявке акционерного общества Иркутдорстрой. Значит, нормативно-правовые базы практики это у нас распоряжение, приказы министерств, федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации, а также следующий слайд. Это, значит, идет план мероприятия, распоряжение правительства Республики Саха-Якутия, указы главы Республики Саха-Якутия о внедрении дуального обучения. Значит, вся информация есть на нашем сайте Иркутского автодорожного техникума. Вы можете посмотреть в разделе образования. Значит, вот. Иркутский автоцентр КамАЗ. Значит, в 2016 году на базе техникума у нас открылся учебно-лабораторный центр КамАЗ. Значит, мы получили оборудование на сумму 2 миллиона рублей. Это ПАО КамАЗ. Два городные дорожные учебные центры, заключен договор в 2015 году. Вот, да. Значит, на базе КамАЗ проходит, значит, региональный чемпионат по компетенции обслуживания грузовой техники. Также, значит, на базе предприятия Иркутский автоцентр КамАЗ проходит учебная производственная практика. Значит, директор Иркутского автоцентра КамАЗ Прохоров Александр Георгиевич является наставником, ведет дисциплину ведения специальности, устройства ведет. Также он у нас является экспертом по компетенции обслуживания грузовой техники, а также является председателем Государственной квалификационной комиссии по профессии автомеханика. Значит, ежегодно наши студенты туда выезжают по квалификационной работе. Это экскурсии, семинары, а также встречи с трудоустроенными выпускниками. Значит, в 2018 году было трудоустроено 2 выпускника. И, значит, в 2019 году также по итогам защиты диплома выпускников квалификационных работ трудоустроено 2 выпускника. Значит, вот здесь показан, значит, виды часы учебной производственной практики профессии мастер по ремонту обслуживания автомобилей. И вот именно указана, значит, учебная практика, значит, в количестве 72 часов, 44 часов, да, она идет в Иркутском автоцентре КамАЗ. То есть весь наш учебный план мы, значит, составляли его с учетом вопросов работодателей и с учетом всех наших, как модуль у нас заканчивается, сразу идет практика. То есть это очень удобно и все очень понятно. Вот. И, значит, Иркутский автоцентр КамАЗ подготавливает наших студентов именно в плане обслуживания автомобилей грузовых. Ну и следующее у нас идет, наше следующее предприятие, это Иркутдорстрой.
Технодорстрой мы работаем с 2017 года, с января. Значит, мы заключили очень большое соглашение. В рамках соглашения у нас заключили договора об учебной и производственной практике, договор безвозмездного пользования помещением, мы открыли там учебный кабинет. Это за него у нас 8 месяцев. Вот, но мы это сделали. Также у нас идет договор договор на учебную практику, договор на кабинет, договор совместной подготовки незанятого населения. То есть мы обучаем на их предприятии с помощью этого договора. Мы открыли на базе техникума многофункциональный центр трудовой квалификации. Ежегодно он у нас функционирует. Значит, на базе нашего мы обучаем уже более 40 различных профессий или подготовка повышения квалификации, также дополнительное профессиональное образование. Вот. И, значит, самое основное наше достижение с Технодорстрой, мы заключили с ними договор аренды дорожно-строительной и спецтехники. Это у нас асфальтоукладчики, катки, бульдозера, экскаваторы, то есть все, что необходимо нам просто зарабатывать деньги, существовать и давать нашим студентам как можно больше квалификации. Вот. И, значит, в связи с нашим сотрудничеством мы разработали порядок организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения. Значит, на этом предприятии, так же как и в команде, ежегодно проходят стажировки наши мастера и преподаватели дисциплин. Вот. Значит, срок договоров закончился у нас 24 января 2020 года, но мы уже все договора продлили от 4 февраля 2020 года. Значит, виды и часы учебной производственной практики, значит, по профессии машинист дорожных строительных машин, как и видите, вся практика практически проводится на базе Технодорстроя. То есть, например, если брать учебную практику управления технологией выполнения работ, она у нас идет как на базе Технодорстроя и АДТ. То есть у нас техникум ребята получают машинисты-трактористы категории С, а на базе Технодорстроя они у нас получают рабочую профессию машинист-двигатель категория Е. Вот. Виды часы учебной практики по профессии слесарь по ремонту строительных машин. Значит, здесь также у нас практика проходит на базе Технодорстроя. Значит, как я уже говорила, это заявка полностью этого предприятия. То есть ребята проходят там практику. И, значит, здесь дополнительно по конструкции эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей мы ребята отправляем в автосервисе, потому что они получают рабочую профессию слесарь по ремонту автомобилей. То есть не только строительных машин, но и легковых. Поэтому вот небольшие вот наши автосервисы, но у них действительно база очень хорошая. И, значит, по Дизельмастер мы заключили с ним целевой договор на нашего студента. Они его сразу трудоустраивают на работу. Также на базе Технодорстроя наши студенты подготавливаются к чемпионату молодых профессионалов в компетенции управления грузами. Это наш инвестиционный центр. Значит, в 2018 году, 26 апреля, мы заключили соглашение с Крансервис. Это очень большое предприятие. Значит, заключили договор об учебной и производственной практике по профессии 23.097, там машинист крана. И, значит, работаем с ним, и там же заключили договор безвозмездного пользования помещением. Там мы открыли мастерскую, техническое обслуживание ремонт автомобилей. Она идет у нас по стане. Да, то есть это мойка, там слесарный цех, диагностический кузовной. Вот, значит, здесь показаны часы учебной производственной практики машинист крана. Значит, вся практика учебная проводится на базе нашего техникума. Значит, только устройство и техническое обслуживание крана на базе Крансервиса. Также управление краном также проходит на базе нашего техникума, потому что мы имеем свой кран, своих специалистов. Значит, на базе Крансервиса и Курской автодорожной техники наши студенты, у нас открыт кружок, ретро-кружок. И наши студенты восстанавливают ретро-машины, кузовной ремонт и окрасочный. Так же, как и наши коллеги, мы также сотрудничаем с Институтом Транса. Вот. Но у нас там идут две профессии. Это автомеханик 23.01 и мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Значит, практика проходит. Значит, по профессии полностью закреплена за якутским трансом. Значит, единственное, да, вот я уже говорила, мы выводим якутский автоцентр КАМАЗ на грузовые автомобили. Да? Значит, здесь конкретно мы готовим ребят для демонстрационного экзамена. То есть их специалисты являются у нас экспертами по данному экзамену. Соответственно, полностью предприятие подготавливает нашим студентам совместно с нашими мастерами производственного обучения, которые являются экспертами. На сегодняшний момент у нас 7 экспертов, которые, значит, мастера и преподаватели спецдисциплин нашего техникума, они эксперты по ДЭМО-экзамену. В прошлом году мы обучили 7 работодателей, экспертов по ДЭМО-экзамену, и в этом году у нас уже обучается 4 молодых мастера производственного обучения, экспертов по ДЭМО-экзамену. Значит, вот это вот наш прошлогодний демонстрационный экзамен. Результаты мы показали не плохие. Было у нас 2 модуля. Значит, демонстрационный экзамен у нас проходил 3 дня. А в этом году у нас будет 5 дней, потому что нам давали еще 1 день. Хорошо. Вот. И 19 апреля 2019 года мы заключили с Якутским промышленным техникумом договор о сетевой форме реализации образовательных программ. В рамках этого договора, значит, мы заключили 2 договора на мастерские сварочные и электромонтажные. Значит, на базе Якутского художественного техникума проходит 2 модуля и 11 дисциплин. А модуль по сварке полностью, выполнение сварки резких деталей, он проходит полностью на базе Якутского промышленного техникума. Значит, да, включает он в себя НДК на ветеринарии 144 часа и учебная практика 36 часов. Значит, вот, это наши студенты с преподавателями. Вот. Ну и вот внедрение сетевого взаимодействия нам позволяет повысить качество подготовки наших выпускников, укрепить материально-техническую базу. Ну и основное наше достижение – это, значит, развитие наставничества на предприятиях и, конечно же, внедрение целевого обучения. Если у нас есть целевое обучение, значит, у нас есть трудоустройство наших выпускников. Вся информация есть на сайте нашего техника. Вопросы? У меня есть вопрос. Скажите, у вас все так благополучно? Нет, не благополучно. Работы приложено очень много. Какие проблемы у вас есть? Взаимоотношения с работодателями? С работодателями, да, есть. Значит, с 2019 года мы прямо лоббируем на предприятиях положение о наставничестве, наставников. Там прописаны цели, задачи, полностью, да, что они выполняют. И, конечно же, прописано, что они должны получать определенную сумму денег. На самом деле положение мы это никак не можем нигде пока согласовать, утвердить. Но мы идем верной дорогой, потому что действительно у нас 2 профессии закреплены за, например, художеством. Ребят очень много, 50 человек. И каждому ребенку одного наставника мало. Конечно же, мы даже готовы сами платить наставнику. Ну, на что и художество, конечно же, не соглашается, потому что они нам предоставляют абсолютно все. Рабочее место. Мы приходим в это предприятие только со спецодеждой и с перчатками. То есть они нам абсолютно предоставляют все. Ну, мы за то, что они нам такие вот условия предоставляют, мы обучаем их специалистов, их сотрудников нашему обучационному центру. То есть на безвозмездной основе. Вот. Лоббируем, продвигаем наставничество. Проекты есть. Также у нас есть курсы по наставничеству. Именно обучение сотрудников предприятий именно педагогическим навыкам, методологии. Но пока никак у нас вот не получается. Наставничество на на предприятиях. И еще, конечно, у нас большая проблема идет. Мы хотели, года 3 уже хотим влезть, как-то попасть в программу местной кадровой промышленности. Потому что наши профессии предполагают то, что мы можем обучать студентов для промышленности. Бульдозеристы, машинисты крана, трактористы. Мы можем обучать экскаваторов, экскаваторщиков. То есть, в принципе, мы никак не можем согласовать наши действия какие-то, наши задачи, цели. То, что мы видим, нас пока не слышит промышленных предприятий.
Наши студенты сюда трудоустраивают, но это мелочь. Вот 1-2 студента, это совсем мало. Поэтому очень хотелось, конечно, сотрудничать с промышленным предприятием. Мы разрабатываем большую программу именно по целевому обучению. И я думаю, что мы, наверное, в марте-апреле уже будем ее рассылать на промышленные предприятия, когда будем организовывать ярмарку вакансий. То есть уже тоже будем это все лавировать, потому что без целевого обучения это устройство, которое не может работать. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, конечно. Вопрос такой, вот готовите со стороны предприятия или экспертов, которые экзамены. Как они обучаются на экспертов? Механизм какой? На экспертов они подходят к нам, а этим занимается замдиректора по учебной производственной работе. Потому что, Михаил Васильевич, они все обучаются на сайте Союза Полски. Вы можете туда тоже зайти, Академия РСР, дистанционно, конечно же. Всяко разное. Как стимулирует? Нет, на самом деле никакой оплаты с нашей стороны нет, никаких. Ну, просто мы продаем себя, мы рассказываем о себе, мы рекламируем себя. А вот вы говорите, там лаборатория, Мы открыли а вот это оборудование у них в помещении? Нет, у нас не лаборатория, у нас учебный кабинет. Учебный кабинет у нас полностью идет на базе Кубдерстроя. Это обычная доска, стол, парты для студентов. Ребята там получают теорию, там, инструктажи и спускаются к машинам и работают уже, разбирают машины. А на базе кран-сервиса это идет целая мастерская. Да, это целая мастерская. Оборудование это ваше? Нет, это все не наше. Это все. Как это оформлено? Договор безвозмездного пользования помещением. Этот договор, он раньше же был лицензирован, то есть мы обязательно должны были указать адрес, по которому мы обучаем наши лицензии. Поэтому мы прошли все инстанции, мы проходили научные техники. То есть это все, мы проходили СЭС, мы проходили пожарные инстанции. Без договора безвозмездного пользования помещением лицензию мы не получили. Это стандартный договор. Позвольте предоставить слово следующему выступающему. Внедрение практикоориентированной дуальной модели обучения в Якутском технологическом техникум сервиса имени Котовцева. Васильева Светлана Никитина. Ближе к микрофону себе. Я являюсь преподавателем профильной дисциплины по организации обслуживания конкретной административной квалификации. Это у меня и официанты гормона, и менеджеры обучаются. И параллельно я являюсь руководителем практики. Но с 2014 года мы нашли уже, приобрели статус федеральной инновационной площадки, то, что мы внедрение элементов дуального обучения. И пионерами стали мы, это были официанты гормона. Потом уже, вот сейчас уже у нас расширилась наша категория специальностей и обучающихся наших. Это сейчас почти все профессии наши и специальности. Это у нас пекари, потом с 16 года. 3 года были мы официанты только. И потом уже пекари, повара, парикмахеры. Сейчас у нас еще технологи внедрение элементов дуального обучения проходит. Каким образом у нас происходит все это? Это мы сначала идем договора подписываем с предприятиями. Но если у нас с 2014 года мы работаем, я на своем примере расскажу. И если мы работаем с 2014 года, значит мы его планируем, проводим, да, этих договоров. Или же, если у нас открывается новые предприятия, то есть в прошлом году у нас огромный ресторанах, то есть мы с ними заключаем новые договора. Мы стараемся охватить все предприятия общественного питания и такие масштабные крупные предприятия по питанию и хлебопечению.
Значит, по договору, и потом еще мы подписываем, значит, до этого, до подписания договоров мы оговариваем именно по нашей программе обучения, теории, сколько у нас практики. Вот был вопрос, да, у нас каким образом проводится оплата. Значит, ну, руководитель практики есть. Я являюсь, да, от учебного заведения, и руководитель практики от предприятия. То есть они уже потом являются наставниками наших детей. Оплата производится за счет этих учебной практики, количества учебной практики. Предприятие оплачиваем нашим наставникам. И значит, по программе мы корректируем наши программы в соответствии с их требованиями вначале. И составляем график обучения. То есть сейчас они у меня третий курс менеджерный. Если мы с первого курса начали проходить на предприятиях, и они там же на этих предприятиях остаются. Обучаются. То есть что это им дает ребятам? Те, которые пришли с самого начала, они даже в первое время, когда вот не знают, как ресторан, господин, как открывать, то есть даже просто сказать, что как открыть дверь в это предприятие. Ну и им это очень здорово. Сейчас они уже стали, они уже знают все. Они даже, возможно, лучше меня разбираются где-то. Если меня не пропустят на кухне, они могут там на кухне, там, по производству, по организации. И это все у них, это очень удобное вот это обучение, индивидуальное обучение. Так, по графику, значит, мы согласовываем тоже с предприятием. Если мы сейчас начали набирать каждый год, если мы раньше набирали только один год, в 2014 году набрали, 3 года мы уже не набирали. А после выпуска одной группы, потом уже мы начинали это дополнительно, там мы набирали. А сейчас у нас вот уже 3 года мы набираем, то есть у нас получается уже в этом году не 25 моих студентов, а 75 получается, да, в 3 раза больше. И каким образом мы составляем этот график? Мы график составляем по согласованию с предприятиями, как им удобно. То есть мы 3 дня теорию проводим у нас в учебном заведении, понедельник, вторник, среда, и четверг, пятница, суббота. Это оговаривает их интересах предприятия, потому что в это время в ресторанах, например, самый большой поток клиентов бывает, и загруженность предприятий бывает в это время. Поэтому четверг, пятница, суббота. А сейчас вот мои ребята, вот они уже на трудоустроены, то есть они уже договора подписали, а договор мы сначала подписываем, значит, ученический договор, а потом предприятие с предприятиями, то есть оно у нас идет 3 договора подписываются. Таким образом, ну, сейчас они уже, считай, уже обучены, уже знают и могут работать самостоятельно. Так. Основные части практики, это у нас я уже сказала, перечислила, какие у нас специальности прописаны. И заинтересованы, значит, участники практики у нас торгово-промышленная палата, Национальная ассоциация ательеров, рестораторов и туризма, департамент центра занятости населения, ТПО бизнес-школа при Министерстве по делам предпринимательства. И основное направление взаимодействия с деловыми партнерами в области профессионального образования стали организация на основании заключенных договоров и привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности. То есть такие у нас 2 года назад Тимофей Игнатьевич, как наставник, он, я не могу точно сказать, что по наставничеству он занял место в России. Вышли. Ну, вот, в общем, если так вот перечислить, да, что у нас какие-то, я не знаю, что возможно,
не стоит, наверное, да, какие у нас есть по итогам участия в акционных и конкурсах заключается договор о поставке у нас различными предприятиями. У нас есть свой учебно-производственный кондитерский цех. Вот это вот тоже у нас. Кстати, у нас еще внедрение дуального обучения среди школьников проводится. Значит, один раз мы со школами тоже работаем, да, это у нас дети приходят один раз в неделю на наши мастерские, лаборатории. У нас очень хорошо оборудованы по всем стандартам ДСР лаборатории СЦК. Вы слышали, да, знаете, что у нас есть очень хорошая СЦК по кондитерскому делу. В этом году СЦК тоже открыли по администрированию отеля. Тоже приходят обучающиеся наши, обучаются. И кроме этого мы еще привлекаем дополнительное образование среди незанятого населения. Тоже приходят. В данный момент очень много проводится у нас обучение. Хотел бы обратить внимание, коллеги, как организация дуального обучения жителей Останевской и Шри-Ланки становится переходит в область профориентации, в область дополнительного профессионального обучения. Если позволите, я задам вопрос. Причина, что банкам, допустим, студенты наши проходят повышение квалификации. Повышение квалификации они платные или нет, среди студентов у нас они бесплатные. Иннокентий Иннокентьевич, кстати, вот с понедельника он у нас сейчас проводит тоже бесплатные курсы, мастер-классы проводит каждый день. И приходят тоже заинтересованные населения, и наши студенты приходят. Да? То есть мы ему оплачиваем только как за его часы. Таким образом, студенты после прохождения курса повышения квалификации у него, они тоже получают да, они могут свидетельство сертификат. Я вот хотел еще вопрос задать. Школьников плотное обучение? Да, школьники у нас, по направлениям, конечно, у нас в основном обучаются на парикмахерское дело, поваров, раньше официанты были. Они оплачивают, сейчас точно 8 тысяч за один день. Школьников, так, у нас задействовано, так, сейчас скажу. Сколько школ сейчас считаем? Где-то 7 школ. Ну и сейчас вот еще Палагинская школа сами пришли, попросили, чтобы мы туда выехали, они обучают поваров там. Вот еще хотел наставникам оплата предприятия. Мы оплачиваем за счет учебных практики. Еще вопросы? Позвольте, когда я передам слово Николаеву. Нет, Агафья Ивановна, информация о методологии. Давайте вначале. Николаева Марина Вячеславовна, старший руководитель художественного техникума, система наставничества, нормы и опыт. Добрый день, дорогие коллеги. Я хотела рассказать немного о системе наставничества в нашем Иркутском дорожном техникуме. Система наставничества Иркутского дорожного техникума, она была освещена с 2018 года на российском уровне. Но надо сказать, что с 2018 года мы участвуем в конкурсах, проводимых федеральным учебно-методическим объединением системы СПО. Это ПОМО, да? Первая наша ласточка, можно дальше ставить?
Проведет конкурсы трудовые практики методических разработок для системы СКО. Это молодой преподаватель технического английского языка Протопопова Маргарита Айдаровна. Она, значит, занимается разработкой электронного словаря на базе мобильного приложения. Ну, ее наставником являюсь я, старший методист. Так, и в 2019 году, буквально недавно, мы стали победителями всероссийского конкурса «Лучшие практики метод разработок» для системы СКО в номинации «Методические основы организации и развития института наставничества». И вкратце, значит, можно дальше слайд пробежимся, все задачи не буду читать. Вот можно здесь дальше. Так, вот ссылка, где вы можете, коллеги, значит, ознакомиться с работами победителей конкурса. Дальше. Всего, значит, было 6 номинаций. Первая, значит, номинация была это методическое сопровождение организации подготовки и проведения подобных экзаменов. Вторая номинация была методическое сопровождение организации по доступной среде. Третья номинация мы участвовали по наставничеству. Четвертая методическое сопровождение реализации организации школы программ. Пятое – это методическое сопровождение новых примерных основных образовательных программ. И шестое – это по формированию оценки общих компетенций. Всего было 6 номинаций. Так, дальше. По практике, значит, системы наставничества. Так, описание. Этап становления молодого педагога включает, это процесс освоения педагогом навыков ведения образовательного процесса, конечно, взаимодействие с педагогами и администрацией, родителями, формирование профессиональной позиции. Педагог усовершенствует арсенал методов приема воспитания и обучения и вырабатывается целостность молодого педагога, то есть это способность к инновационной деятельности и самодостаточность. Одним из показателей становления молодого педагога в современных условиях является закрепление, конечно, молодого педагога в образовательном учреждении, овладение профессиональными функциями, самоутверждение, индивидуализация профессиональной деятельности. Но здесь надо сказать, что наставника она означает из наиболее подготовленных наших преподавателей, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью общения. Наставник должен иметь способность и, самое главное, готовность делиться своим профессиональным опытом. Стаж педагогической деятельности составляет не менее 5 лет. Так, мы выстроили компетентность, вот на слайде можете ознакомиться, модель наставника. В первую очередь это, конечно же, эмоциональный интеллект. Ну и перечислять не буду все важные компетенции. Так, следующий слайд. Инструкция работы с наставником и молодым специалистом. Это адаптационный, дальше проектировочный, дальше основной, оценочный. Ну и задачи наставничества определить сформированность профессионально значимых качеств, сформировать потребность молодого педагога в проектировании своей индивидуальной карты роста, сформировать у молодого педагога способность к стремлению к рефлексии. Так, и хотелось бы остановиться подробнее, значит, на формах работы. Традиционное наставничество всем известное, наверное, все знакомы с этим, да? Между наставником и подопечным устанавливаются даже может тесные личные отношения. Наставник может оперативно реагировать на какие-то отклонения в ходе подготовки молодого педагога. Партнерское наставничество, то есть наставником здесь является равный по уровню подопечному, но с опытом работы в образовании, мотивирует коллегу к дальнейшим профессиональным действиям. Так, есть у нас еще культивируется, значит, реверсивное наставничество, то есть профессионал младшего возраста, он становится наставником опытного коллеги по вопросам новых технологий, электронно-образовательных ресурсов, по электронным каким-то журналам, по сайтам и по IT-технологиям. Да? Помимо общих преимуществ, реверсивное наставничество, оно помогает установить взаимоотношения между поколениями в педагогическом коллективе в целом. То есть обе стороны этой формы наставничества, они должны выйти из зоны своего комфорта и научиться думать, работать и обучаться по-новому
учитывая особенности выгруза. Да? Так, и виртуальное наставничество тоже современное, когда мы используем это. Здесь советы и рекомендации наставникам предоставляют в режиме онлайн. То есть молодой педагог, он самостоятельно обращается к наставнику за советом, когда это требуется для него. Этот вид наставничества может включать в себя несколько наставников, если нет времени у кого-то одного. Да? Но здесь надо учитывать, что виртуальное наставничество оно обеспечивает поддержку методически и профессионально сильного, активного молодого педагога. Так, наблюдение участников виртуального наставничества, проводившиеся в течение 4 лет, у нас показало значительные изменения в восприятии ценности таких программ, которые теперь в большей степени они ориентированы на обмен знаниями, чем на поощрение и поддержку со стороны наставника. Участники отметили, что виртуальное наставничество может помочь использовать больше учебных ресурсов для освоения новых знаний и навыков, ну и обеспечивает постоянно творческое общение с использованием социальных сетей и так далее. Да? Она эта форма, значит, применяется, когда наставник, не имеет возможности сейчас встречаться, но как и личное общение в итоге все равно должно обязательно состояться, чтобы участники могли пообщаться без посредничества IT-технологий, интернет-технологий. Так, и по диагностике диплома там были, значит, что у нас. Какие имеются формы повышения квалификации, там, педагогические технологии. У нас в техникуме работает школа молодого педагога. Так, видимо, в виде лестницы у нас показано, какие мероприятия происходят. Так, дальше. И вот очень интересно, значит, выделила виды реальной мотивации наставников. На 2 группы разделили. Нематериальные и материальные. Так. К нематериальным мы относим персонально похвала, тоже нуждаются некоторые педагоги, конечно же, письменное вознаграждение, возможность работать по гибкому графику, тоже можем использовать, поддержка увлечений и хобби, это тоже очень нравится нашим педагогам. Да? Так, и материально мы относим к зарплатам, то есть там баллы считаем по стимулирующей части, мотивации знаниями, это происходит как оплата там ППК, каких-то дополнительных обучений, да? Премии тоже могут быть, если есть какие-то большие, хорошие результаты. Да? Дальше нематериальные, но вот сейчас новые у нас идут инновации, да? Это знак отличия за наставничество, также перспективы карьерного роста, награждение за совокупный вклад в группу и нетрадиционный какой-то подход. Здесь в зависимости индивидуальный подход. Так, и самая наша любимая материальная награда – это грант. Уже здесь учитывается вклад в наставничество педагога. Да? Так, да, в заключение хотелось бы сказать, что возобновление института наставничества, оно способствует, конечно, улучшению результатов статистики, по которой можно сказать, что молодое поколение, не секрет, что особенно мужская часть, да, она уходит из системы образования, так, чтобы было какое-то закрепление на рабочем месте в образовательном учреждении. Есть положительные и неоспоримые достоинства молодых педагогов. Прежде всего, это их позитивизм, творчество и открытость. Здесь показаны некоторые примеры. Можете так включать дальше, да? В деятельности отдельных опытных педагогов, имеющих за плечами большой стаж работы, зачастую присутствует формальный подход к необходимым изменениям в преподавании. Современный социальный заказ осознается с позиции вчерашнего дня и устаревших стереотипов. Проблемами молодых педагогов являются это преобладание теоретических знаний над практическими навыками, неуверенность в своих силах или, напротив, бывает завышенная самооценка. Но главное в том, что, имея за плечами опыт обучения, они вполне в тех же, бывает, да, стереотипах, что и опытные коллеги.
И вот организация инновационной деятельности педагогического коллектива в современных условиях, она становится вот непростой управленческой задачей. А педагоги с большим стажем работы постепенно тоже уходят из техникума. В какой мере вот станут носителями новых идей современные выпускники вузов? Здесь ведомая система наставничества существует в техникумах, но насколько актуален такой подход в современных условиях? Ну, тут возникает много вопросов, где преподаватели взять какие-то вот дополнительные время для бесед, для занятий, для консультации молодого педагога. Самое главное, важность наставничества мы всегда оцениваем с позиции полезности для молодого специалиста, а в какой мере опытные педагоги заинтересованы в деятельности наставников, здесь тоже большой вопрос. И все эти вопросы и противоречия, проблемы становятся отправной точкой для проектирования современного эффективного подхода к процессу вхождения в профессию молодых педагогов. С этой целью была основана наша система наставничества и вот в ней школа молодого педагога. Подводя итог, хотелось бы сказать, что вот именно разнообразие форм наставничества позволяет любой организации образовательной, да, сформировать наиболее подходящий для себя подход, создавая тем самым вот мощный инструментарий развития молодых педагогов, профессионального образования. Спасибо. Вопросы? Если позволите, я следующему выступающему передам. Вышло распоряжение 25 декабря 2019 года о методологии целевой модели наставничества обучающихся организаций. В этом сообщении новая Агата Ивановна, наша специалист. Добрый день, дорогие коллеги. Ну вот, коллеги, которые выступили передо мной, да, они как раз и говорили о дуальном, да, обучении. И последняя выступающая Марина Вячеславовна, она раскрыла почти то, что то, что сейчас я буду говорить, вот эту тему. Это тема наставничества, и вот, которые выступали впереди меня, они каждый раз больше всех волнует вопрос именно наставничества. Как его обучать, кто может быть наставником, да? Также, как и самый главный вопрос, это оплата. Кто будет оплачивать, или организации, или образовательные предприятия. Образовательные предприятия, организация. И вот, наконец-то, в конце декабря, да, утвержден вот такой документ. Но название очень объемное, и вкратце мы его будем называть «Целевая модель наставничества». Как и всякий документ, можно следующий, да, конечно, основан имеет свою нормативно-правовую базу. Мы, наверное, тоже не будем говорить, так как тут наставничество это касается личности, из-за этого вот у нас в документах мы видим Конституцию, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс. Дальше. Какую цель преследует вот эта целевая модель? Самая главная цель – это раскрытие потенциала этой личности. Именно наставник должен раскрывать внутренние возможности своего наставляемого. Вот это самая главная цель. И, конечно, чтобы раскрыть вот этот потенциал, конечно, нужно создать условия для этого. Дальше. Если есть у нас цель, значит, у нас из этой цели вытекает, соответственно, задача. Эти задачи тоже, все читать, наверное, не будем. То же самое главное, я тут считаю, вот второе, подготовка обучающихся, вот прямо там все написано, для чего нужен наставник. Следующее. Кто же внедряет вот эту целевую модель? Эту целевую модель внедряет субъекты внедряют. Также, чтобы это внедрить в жизнь, да, разработана методическая рекомендация. Дальше. А кто же будет управлять всем этим процессом, внедрять и реализовать? Это, конечно же, будут органы исполнительной власти, в нашем случае Министерство образования и науки, да, Республики Саха. Должен быть региональный наставнический центр, непосредственно, конечно, наши образовательные организации
и наши партнеры, где мы проходим практику, где у нас будут непосредственно наши наставники. Дальше. Если будем говорить непосредственно, чем именно будет заниматься образовательная организация, да? Образовательная организация, ну тоже все не будем говорить, но он будет разрабатывать дорожную карту, программу наставничества, да? Самый главный, наверное, вопрос, он должен решить кадровую политику. Вот вначале я говорила, кого именно мы будем себе привлекать, как будем обучать и как поощрять это наставничество. И, конечно, так как у нас образовательные организации, в которых к нам приходят после 9 класса, да, несовершеннолетние, из-за этого вот имеются юридические части. Можно разработать методы другой части. Соглашение можно разработать. Дальше. Вот, но чтобы работала эта целевая модель, да, обязательно нужна программа. И вот этой именно программе и описывается все, о чем, где, что, как мы будем работать. И, во-первых, мы должны выбрать форму наставничества, да. Тут Марина Вячеславовна нам привела пример. Это будет наставник, молодой педагог и опытный педагог, молодость и опыт. Но есть такие распространенные у нас пары, это может быть не только именно педагог, да, это может быть и ученик, да, обучающийся. Есть вот самые распространенные 5 пар. Вот образовательная организация должна выбрать именно такую. И вот самый главный вопрос мы подошли, да, это мотивация и поощрение наставника. Самый сложный вопрос, об этом тоже Марина Вячеславовна сказала. Это может быть материальные формы и нематериальные. И, конечно же, вот эта целевая модель нам в основном предлагает, раскрывает именно нематериальную часть. Да, получается, он предлагает, например, сделать доску почета, нужно проводить, популяризовать вот роль наставника, проводить какие-то конкурсы, фестивали. И, как тоже сказала Марина Вячеславовна, могут быть это образовательные какие-то сертификаты им вручаем. Да, также это может быть реклама в органах семьи, да, системы массовой информации тоже. Мы должны вот это все рассказать, рекламировать, что наставникам будет это круто. Вот в таком случае, да, они предлагают вот это модель. И в конце, конечно, как всякие, должен быть какой-то итог. Вот, и тут у нас 2 этапа. Первый этап – это насколько изменилось, вот мы приняли программу, начали работать, да, и насколько изменилась наша образовательная организация. Улучшилось качество успеваемости, например, да, улучшился благоприятная, комфортная атмосфера в коллективе, да, вот это первый этап, это все эти этапы, все там в модели рассказывается, что они оцениваем путем анкетирования. А второй этап, это этап именно как участники повлияла вот эта программа. Какими они стали? Вот, например, у наставляемого появился интерес. Например, молодой педагог, он хотел вначале уйти, но заинтересовали, остался образовательная организация. Какие должны быть итоги, и все это путем анкетирования прописано в этом документе. И более подробно, я хочу в конце сказать, более подробно вы можете ознакомиться на нашем сайте вкладка «Методическая помощь» методисту. И там есть вот это распоряжение от 25 декабря, да? А также я сделала еще, вот в этом распоряжении прикреплена вот эта целевая модель и методические рекомендации, там очень подробно расписано. Также еще есть один документ по работе по внедрению. Там вот все анкеты, вплоть до приказа все расписано. Так что можете ознакомиться. Уважаемые коллеги, я ознакомился с этим распоряжением. И вот, немножко подводя итоги, да, там действительно очень много сказано о нематериальных формах поощрения. Знаете, как в советское время было награжден доской почета. К сожалению,
практические варианты воплощения того, как должно оплачиваться наставничество, прозвучало в выступлениях наших коллег. Кто-то на полставки оплачивает, да? Где-то оплачивает работодатель, где-то оплачивает учебное учреждение. Ну, согласно Конституции у нас бесплатного труда, согласно Конституции, бесплатного труда в Российской Федерации нет. Поэтому, видимо, вот кто-то за счет часов практики оплачивает. Видимо, нужно кто-то с вне бюджета оплачивает, кто-то за счет часов оплачивает, кто-то в ставки дает. Видимо, все механизмы должны использоваться. Нарабатывать какой-то прикладной механизм. Ладно, вот в организации, да, там можно. А вот когда идет речь об организации учебного процесса, учебной практики, или привлечение работодателей, или оплата наставников дуальной модели обучения, это же очень такой сложный вопрос. И конкретного механизма финансового не прописано. К сожалению, этот вопрос пока остается открытым. Ну, зато вот мы поделились опытом, у кого как это дело решается. Ну, если есть у кого-то выступление или замечание, кто-то хочет выступить, резюмировать тоже, я думаю, что нам нужно встречаться, обмениваться опытом. Очень интересный опыт есть в учреждении. Прошу вас. Можно, да, я немножко резюмирую? Да. Слышно, да? Уважаемые участники, сейчас прослушали наших коллег, поделились опытом работы. И метод сессии нашей, они направлены для того, чтобы выявить опыт, позитивный опыт наших коллег, и его где-то обобщить, где-то у нас зафиксировать. Поэтому просьба нашим участникам, выступившим сегодня, да, еще раз хорошенько отработать вот этот материал, очень хороший материал, и чтобы мы могли бы воспользоваться где-то вот это, зафиксировать в наших методических рекомендациях, на сайте мы можем вывесить, поэтому где-то в срок в течение месяца хотелось бы, чтобы вы нам представили материал. Я думаю, это и вам нужно, и это и нам, нашим коллегам нужно. Возможно, стоит задуматься о выпуске тоже не как своего сборника, потому что у нас есть очень хорошие практики, да? И там можно осветить те моменты, да, которые были так деликатно обойдены, да, как в одном методическом сборнике, так и в распоряжении. Спасибо. Еще кто-то? Уважаемые коллеги, позвольте заканчиваем. Позвольте вручить сертификаты. Васильевой Светлане Иннокентьевне, Николаевой Марине Вячеславовне, Васильевой Яне Александровне, Акимову Владимиру Васильевичу. Большое спасибо выступающим. Прошу вас участвовать.